Ильгиз Агай, ты являешься вице-президентом международной консалтинговой сети Финэкспертиза. Скажи, пожалуйста, что важно и что нужно для карьерного роста? Для карьерного роста в целом важно, такая банальная вещь, важно быть счастливым. Вот это базовая вещь, которую многие игнорируют и просто гонятся за карьерным ростом, за деньгами, видя в этом основную ценность. На самом деле изначально нужно понять, все же вопрос, что делает тебя счастливым. У каждого там много версий, кто-то говорит, что счастье оно в детях, мы самореализуемся в детях, кто-то говорит то, что счастье это в здоровье, быть здоровым, кто-то говорит, что счастье заключается в том, чтобы заниматься любимым делом. Они все по-своему правы. С точки зрения карьеры важно прежде всего понять свои сильные стороны. Это каждому свыше даны какие-то сильные стороны. Нет человека, у которого не было бы этих сильных сторон. Поэтому чем раньше удастся понять, в чем конкретные твои сильные стороны, тем проще тебе будет в дальнейшем развиваться и строить свою карьеру. Поэтому вопрос, как это понять? Там, да, вот мы каким образом поступаем со своими детьми? Мы пытаемся в их лице реализовать какие-то свои желания. Там, да, это не всегда правильно. Я думаю, что самый правильный подход к воспитанию – это дать им возможность попробовать разные какие-то занятия, позаниматься музыкой, каким-то рисованием, математикой, робототехникой, программированием, спортом, одним спортом, другим, для того, чтобы у них сформировался кругозор. Человек не может сделать выбор, если он не понимает, каким выбором он обладает. Соответственно, такому человеку с многогранным развитием будет проще определиться, прочувствовать, в каких аспектах он сильнее. Плюс помочь в этом могут, конечно же, профессиональные тесты, которые там, могут подсветить, там, допустим, топ-5 твоих сильных сторон. Я когда проходил эти тесты, тоже мне были интересные результаты, и то, что я подозревал про себя, эти тесты проявили. Там, да, допустим, вот самая сильная характеристика, которая дала этот тест во мне, это вопрос влияния. То есть мне удается, мне дано обладать такой способностью, как влиять на людей. Дар убеждения. То есть я могу мотивировать людей, я могу их к чему-то, скажем так, стимулировать их какие-то шаги. Да. Эта сильная сторона, она есть там, ее нельзя игнорировать. При этом там, где есть сильные стороны, есть слабые стороны. Возможно, моя слабая сторона заключается в том, что мне сложно справиться с какой-то рутиной, потому что я быстро теряю интерес там, к повторяющимся каким-то процессам. Соответственно, в своем карьерном развитии я должен ориентироваться на свои сильные стороны. С другой стороны, невозможно как бы улыбаться целый день, там, да, это понятно. Поэтому слабые стороны свои все равно необходимо довести до какого-то минимально приемлемого уровня, для того, чтобы решать свои деловые задачи, задачи по учебе. Поэтому карьерному росту понимает первое, это, разумеется, это понимание своих сильных сторон, то есть область, в которой я хочу развиваться. Второе, это здоровье. Здоровье – важнейшая вещь. Если ты болен, у тебя там есть какие-то хронические заболевания, болит голова, ты с утра встаешь, но, извините, карьера не получится, там, да, ты только будешь усугублять свое здоровье. Поэтому, наверное, в этот момент нужно остановиться, заняться вопросами своего здоровья, скорректировать питание, там, не знаю, что-то сделать еще. И, наконец, третье, мне, конечно же, очень сильно в развитии карьеры помогло, наверное, даже мое происхождение, потому что мы находимся на стыке цивилизаций европейских, цивилизаций азиатских, и мы вот в своей конкретной международной деятельности я сталкиваюсь с представителями совершенно разных культур. И вот эта, как бы, скажем так, многогранность, которая заложена в нашем народе, она позволяет находить общий язык со всеми. Плюс ко всему, мы как минимум билингвальны изначально, мы говорим и на башкирском языке, когда мы растем, и в дальнейшем мы очень хорошо овладеваем русским языком, и это совершенно разные языковые группы, и, соответственно, нам проще учить языки, гораздо проще. Билингвальность, к сожалению, многие этого не учитывают, она позволяет усваивать больше информации, развивает мозг, когнитивные наши способности, и она банально позволяет легче изучать следующие иностранные языки. Поэтому как бы комбинация этих факторов, она важна, и, наверное, вот это то, что способствует карьерному росту. Плюс ко всему, вот сейчас все же
мы живем в парадигме карьерного развития отлично от японской. В Японии там исторический человек мог начать работу в одной корпорации и уйти на покой уже из этой же корпорации. Сейчас мир более динамичен, более динамично развивается экономика, общественные институты, и вряд ли, сидя в одной компании, в одной организации, вы сможете обеспечить карьерный рост в долгосрочной перспективе. Поэтому, наверное, я бы порекомендовал все-таки там идти, развиваться некой лесенкой. Там, вот эти переходы, они здорово добавляют скорости нашему карьерному развитию. И плюс ко всему, еще учитывая общий глобальный характер экономики, если есть возможность, конечно, хорошо бы получить международный опыт работы в других странах, на других рынках. Спасибо. Здорово, то, что билингвальность, это все-таки как ключ к успеху, да, идет. Да. И вот еще ты упомянул, что невозможно быть успешным, если ты несчастлив. Вот что для тебя счастье? Счастье, вот для меня наиболее близкая характеристика, это когда у тебя все хорошо дома. Это очень важно. То, что выстроены как бы отношения в семье, и в малой семье, и с другими близкими людьми на основе взаимности. В отсутствии взаимности нет нормальных отношений. По сути, нет отношений. Вот эта взаимность, она должна быть. Наличие этой взаимности – это первый аспект. Второй – это наша самореализация. Что такое самореализация? Это использование в жизни наших сильных сторон. Если я имею возможность их использовать, значит, это тоже добавляет к моему уровню счастья. Ну и плюс ко всему тоже, там, да, здесь, опять повторю, там, про то же самое здоровье, состояние физическое, состояние души, они равновесно важны. Вообще тоже, как бы, я не помню, кого спросили, а как понять, счастлив ли человек? Человек сказал, посмотрите, если человек идет припрыжку, если человек поет, и если человек танцует, ну, 100% человек, значит, он счастлив. Там, да. Невозможно выполнять эти действия, находясь в угнетенном состоянии души. Там, да, это тоже хороший индикатор. А вот ты упомянул про семью. Как-то раз во время одного выступления ты сказала, что брак важнее вуза. Да. Раскрой, пожалуйста, Да. вот эту фразу. Ну, я сказал, что мы как бы говорили конкретно про мужчин, там, даже не говоря про там, женскую часть, наверное, там, да, наша аудитория. Просто изначально есть такая предпосылка о том, мужчина это про карьеру, мужчина это про развитие, про обеспечение семьи. И очень важно учиться, вот как у нас в народе тоже говорят, у кого-коряк. И атурты пука, пука, это самое важное. Там, да, будь послушен системе, условно говоря, этим подразумевается. Там, не выбивайся из системы. И нужно получить хорошее образование. Там, да. На это основной упор. Но вопрос в том, что если ты своей замечательной работы и своего замечательного бизнеса возвращаешься домой, и у тебя нету гармонии в семье, смысл в этом всем. Опять-таки, там, да, сидя там, на каких-то переговорах, ты думаешь о том, что у тебя происходит дома, там, с твоими детьми, с твоей супругой, с твоими близкими, тогда, ну, это снижает твою работоспособность и вообще лишает тебя стимула к развитию. Поэтому вопрос брака – это вопрос краеугольный. Ну, опять-таки, там, брак, я не пытаюсь там подвести под то, что там все люди должны быть обязательно счастливы только в браке. Не все люди созданы для брака, все-таки вот то, что я вижу. Люди совершенно разные, мир огромен. Там, да. Есть люди, которым хорошо быть одним. И это тоже, наверное, нормальная там ситуация, если ты это осознаешь, если это ты принимаешь. Вот, но если ты готов, если ты хочешь вступить в брак, вот этот выбор, он супер важен, да, потому что образование ты можешь потом добрать, а вот эти потерянные годы, испорченный, вот, внутренне испорченный мир, какие-то негативные твои воспоминания, впечатления, они способны существенно подпортить твою жизнь. Вот ты много работаешь с финансовым, много планируете, наверное, да? А вот как правильно, может быть, даже неправильно, а как-то грамотно спланировать свою жизнь?
Очень вопрос такой интересный. Я начал на него отвечать, когда мы обсуждали то, каким образом развивать детей. Первое, нужно расширить свой кругозор максимально. И вот эту первую часть своей жизни мы помогаем детям расширить этот кругозор. Мир изначально, он несправедлив, он как бы разный. У кого-то есть возможность посетить и музыкальную школу, художественную, какие-то физические занятия. Даже когда я рассказывал о том, что все детство мы провели на севере, в маленьком поселке в тайге, у нас не было практически никаких секций, вот их не было никаких кружков. Тогда мы зимой там ходили там, по сугробам, летом, то весной, осенью мы там на плотах по болотам сплавлялись. У нас была такая физическая активность. Да, и то родители возили нас в город за 16 километров там на занятия самбо. Я занимался еще чеканкой, шахматами занимался там тоже. Возможности у всех разные. Там, да, и, соответственно, если есть возможность на начальном этапе дать как можно больше кругозор, какое-то мастерство, вы поймете, ребенок больше склонен к какой-то ручной работе, либо он имеет такой художественный склад ума, либо он, наоборот, очень аналитичен. И он сам поймет, этот ребенок. В дальнейшем, когда мы начинаем свое обучение, тоже там важно понять, мое ли это направление, если оно навязано установками родителей, либо близких, как можно быстрее это осознать, то, что это тебе не подходит, и принять жесткое, но быстрое решение о том, что нужно сменить вектор. Потому что я поэтому не приветствую этой ситуации, когда у человека по 3-4 высших образования, но это значит, человек делал ошибки какие-то, там, да, за него, значит, решали. И получить образование, потом, если необходимо, добрать дополнительным каким-то обучением и продолжать постоянно расширять какой-то кругозор, набирать какие-то навыки. Причем вот у меня есть там в голове, я держу такое правило первых лет работы. После высшего образования, какое бы оно ни было, оно может быть высшего качества, среднее, посредственное. Более важный этап первых 3, там, не знаю, 5 лет работы. Это возраст, начиная, наверное, с 21 там, до 27 лет, когда важно стать профессионалом. Это самые благотворные годы, которые закладывают фундамент того, каким профессионалом мы являемся. За эти годы нужно понять не столько технические какие-то навыки, технические знания получить. Вы должны научиться работать, строить, вы должны научиться, каким образом вести деятельность свою. Да, то есть у вас должен быть какой-то системный подход выработать, отношение к формальной коммуникации с людьми. То есть вы должны научиться работать. Не работать, вы должны получить это знание. Как профессионал вы сформируетесь именно в эти первые годы. И дальше уже, пользуясь на базе этого фундамента, дальше уже идти, вот, соответственно, там, по тому направлению, которое вам откликается, скажем так. Там, где вы максимальным образом раскроете свои сильные стороны. Опять-таки в период там, до 30, сейчас уже, наверное, возраст молодости он повышается, до 35 лет можно пробовать там, да, потратить время на различные компании, индустрии, направления деятельности, но в какой-то момент нужно уже определяться, где-то опять около, наверное, возраста 35 лет, и дальше уже капитально работать по этому направлению. Хорошо. А вот ты дал сейчас советы, как грамотно. А как топ-3 плохих совета от Елизавета? Плохих совета, там, да, но совет первый, наверное, там, да, самая интересная жизнь, она в Инстаграме, в социальных сетях, там, да, больше зависайте, получайте удовольствие. В эту же группу, там, наверное, там, компьютерные игры сейчас такие классные, там уже 3D, 4D, наверное, там, это здорово, это тоже интересно. Второй совет, у вас классная компания, друзья замечательные, там, вам других друзей не нужно, вот продолжайте, там, да, мы с мужиками ходим в баню, там, каждую пятницу, вот давайте, там, пока там инфаркт нас не подкосит, там, да, мы будем с вами вот этой своей группой ходить в эту же баню и с этими же ребятами обсуждать ровно те же самые темы. Это второй совет. И третий совет, там, слушайте, а зачем нам куда-то ездить? У нас и так вот прекрасный город, там просто, да, там, нам ничего больше не нужно, мы здесь и посидим, замечательно. Зачем я буду тратить деньги на какую-то ерунду? Сейчас билеты дорогие стали совсем, там, да. Я через интернет все увижу, там, виртуальное путешествие, там, мне этого всего достаточно. Я и так сам с усам, что называется. Ну, вот эти, наверное, 3
Спасибо, очень интересно. А тогда давай топ-3 важных совета, которые ведут к успеху. Топ-3 важные вещи, советы. Важные вещи, вот я уже тоже об этом, наверное, в третий раз там за эти несколько минут скажу, там, Да. как понять, в чем ты хорош. Если ты не можешь самостоятельно, там, как бы ты считаешь, что ты слишком субъективен, есть несколько вариантов. Пройти какие-то тесты, либо запросить обратную связь. Вот у людей совершенно из твоего круга 10 человек попросить просто там дать им лист, 10 клеток, заполнить моих 10 самых сильных сторон. Напишите, пожалуйста, и проранжируйте. Собирайте 10 листочков, сверяйте, и вот ваша картина восприятия вас другими людьми. Ну, то есть, каким образом они вас воспринимают. Это будет очень близко к истинной картине того, кем вы являетесь. Это, наверное, первый совет, там, да, второй совет, это, он такой банальный, но, к сожалению, для нашей страны он актуален. Это учите языки. В любом возрасте не поздно учить языки. Сейчас существует масса приложений, которые ежедневно можно учить хотя бы несколько иностранных слов для того, чтобы расширить свой кругозор, заставить мозги работать, и это пригодится. Ну, там же парадоксально, но по-прежнему большая часть молодежи, она не владеет даже английским языком, не говоря про какие-то другие. Третий совет – это планирование, там, все же, да, хотя бы чуть-чуть надо этот навык развивать. Многие живут сегодняшним днем, но рекомендую хотя бы с краткосрочным планированием начать какой-то горизонт закладывать себе, и постепенно этот горизонт. Я понимаю, что время достаточно турбулентное, но хотя бы начать с недельного горизонта планирования, далее месячного, и перейти хотя бы в средний срок. Хорошо, спасибо. И последний вопрос задам, наверное, актуальный для многих. Вот ты говорил, что во время одного из выступлений, что нужно иметь подушку безопасности Да. где-то минимум на 6 месяцев. Да. Как ты думаешь сейчас? Так же или, может быть, что-то изменилось, что-то по-другому надо делать? Ну, 6 месяцев это не есть такая обязательная догма, скажем так, да. Да, подушку безопасности нужно иметь. Единственное, что подушка же, она просто лежит, там, да, покоится на чем-то. Это должна быть активная подушка, я не знаю, наполненная там какой-то жидкостью, которая в динамике находится. Эта подушка тоже должна работать, тем более, если она полугодовая или годовая, это для вас достаточно большая сумма денег. Сейчас в мире происходят процессы инфляционные во всех странах, там колоссальный уровень инфляции по всему миру, включая нашу страну, и поэтому подушка не должна просто так лежать. Она должна быть в активном использовании. Единственное, что, ну, как бы консервативно она должна сохраняться, там, да, она должна быть защищена, эта ваша подушка. По-прежнему этого мнения придерживаюсь, и, наверное, во времена турбулентные она должна увеличиваться. Шестимесячный горизонт сейчас, я считаю, он недостаточен, хотя бы его нужно растянуть на год, но при этом наличие подушки безопасности, оно не должно ограничивать ваши возможности развития. Если у вас стоит вопрос над тем, купить какой-то инструмент для вашей работы, будь то какие-то, не знаю, инженерный какой-то комплект, компьютер, либо профессиональные сертификации, курсы, ради которых вам придется поехать условно в Казахстан, сдать экзамен на английском языке. Слушай, никакая подушка вам не нужна. Покупайте свои рабочие инструменты. То, что даст, увеличит вашу персональную капитализацию. Потому что каждый из нас, по сути, как я тоже говорил, он делает бизнес даже на рынке труда, даже если он сотрудник по найму. Сотрудник по найму, и успех вашего бизнеса – это та компенсация, денежная, не денежная, режим работы, который вы получаете от работодателя. И поэтому, чем адекватнее компенсация, которую мы получаем, тем более успешен наш бизнес как сотрудника там, этой корпорации, этой компании. Соответственно, имеет смысл вкладываться в увеличение своей капитализации вот на этом рынке труда. А подушка безопасности, наверное, она в этот момент она вторична. Но если уже там с инструментами все хорошо, и мы живем на текущем этапе турбулентности, она будет расти, на глобальном уровне она будет увеличиваться. Размер подушки, точнее ее длительность, сколько она может вас поддержать на плаву, он должен увеличиваться. Хорошо, спасибо вам большое.